Барс Медиа представляет. Зовут меня Укубаев Талгат Туратбекович. Значит, мне 26 лет на данный момент. Я закончил кыргызско-турецкий лицей Сибат в Токмаке в свое время. Дальше поступил на учебу в Эгейский университет в Турции. Он считается самым древним сельскохозяйственным университетом, самым старым, да, один из первых университетов сельского хозяйства в Турции. Туда мне посоветовали, я туда поехал, учился некоторое время. За хорошую успеваемость меня перевели в Словацкий университет в Словакии, в городе Нитра. Там я тоже проучился 1 год и закончил университет также в Турции, в Измире, в этом Эгейском университете, по специальности экономии сельского хозяйства. Получал образование как сельскохозяйственное, так и экономическое. Может где-то быть образование, где-то давали и, может быть, где-то бухгалтерские такие вот какие-то навыки. В принципе, обучили достаточно неплохо. После этого, в принципе, я сюда приехал и дальше продолжил здесь работу. Как бы я работал в этой компании с детства. Во многих подразделениях, в которых мы были, я работал непосредственно. Иногда где-то рабочим работал, где-то был в части управления. Ну вот сейчас, в принципе, в 26 лет пришел к тому, что сейчас вот веду оперативное управление, в принципе, всем холдингом и ОСО ППЗ-3Т. Значит, это авторемонтный цех тракторов. Здесь мы сами своими силами, то есть ремонтируем, производим ремонт, непосредственно техническое обслуживание всех тракторов, которые здесь вы видите. Здесь, в принципе, есть специалисты, такие как мотористы, слесаря, в принципе, которые большую часть работы могут сделать сами. Соответственно, мы можем здесь, если брать такие, допустим, китайские тракторы, мы можем полностью их разобрать и полностью здесь же собрать. То есть настолько мы уже с ними отработали систему. Это же европейские трактора. Каждый из них стоит более чем 100 тысяч евро. Очень дорогие в эксплуатации, но таких, как сказать, показателей, как у европейских тракторов, у китайских на данный момент нету. Поэтому, допустим, в уборке сахарной свеклы, в некоторых работах по кукурузе используются только европейские, либо американские вот такие вот трактора, которые вы вот здесь видите. В этом тракторе есть даже своя система GPS. Он непосредственно показывает, где он посеял. У него очень такой умный компьютер. И это, я думаю, самый дорогой трактор, который у нас сейчас есть в автопарке. На данный момент у нас в основных 2 вида: зерноуборочный и кормоуборочный комбайн. Зерноуборочный, соответственно, используется для зерновых культур, кормоуборочный используется для уборки силоса на сочные корма и для подбора сенажа. Также используется для заготовления кормов для животноводства. Так, значит, перед нами свеклоуборочный комбайн. Мы являемся одним из самых больших поставщиков сахарной свеклы на сахарный завод. Соответственно, мы выращиваем каждый год не менее 300 гектар сахарной свеклы и непосредственно сдаем на сахарный завод, либо Кайндинский, либо Кошой. И, соответственно, получаем потом сахаром обратно и непосредственно сахаром торгуем. Эти комбайны работают только с европейскими тракторами, потому что у них есть такая вот система постоянного давления масла. То есть, если трактор не будет постоянно подавать давление, и, соответственно, это весь механизм работать не будет. Большая часть этого механизма работает на гидравлике. Соответственно, вот так. Стоимость порядка 110 тысяч евро, тоже каждый. Ну и, соответственно, вы должны понимать, что запасные части и вообще его эксплуатация и ремонт достаточно сложны. Мы это все освоили, в принципе, сами уже его ремонтируем, просто заказываем запасные части и производим техническое обслуживание. Тоже плуг, допустим, немецкий. Мы были одни из первых людей, которые привезли немецкие плуга Ленкин. Тоже достаточно дорогие. Я, насколько помню, он стоит порядка 40 тысяч долларов. Вот. Таких тоже в Кыргызстане мало кто пользуется ленкиновскими плугами. В принципе, такой плуг должен тащить трактор не менее 180 лошадиных сил.
Ну, здесь вы видите зерноуборочные комбайны. Это непосредственно комбайн Россельмаш Вектор 410. Здесь комбайн Россельмаш Акрос. Разница у них, это один и тот же производитель. Разница у них только в мощности, соответственно, и в объеме бункера. То есть того объема, который он может за раз накосить и до выгрузки. Могут работать по зерновым культурам. Ну, убирают в основном они ячмень, пшеницу, другие зерновые, бобовые, могут убирать сою, непосредственно кукурузу. То есть если при смене жатки можно убирать и кукурузу. Соответственно, для этого они используются. А Вектор, насколько я помню, 80 тысяч долларов стоил, а Акрос стоил под 95 тысяч долларов. Все это покупалось через лизинговую систему, непосредственно через Айлбанк. Сейчас же вот одна из проблем является то, что для фермеров, ну так как в бюджете денег нету, очень мало, для фермеров выделяется очень мало средств под лизинг непосредственно через Айлбанк. Вот, и многие фермеры сейчас ждут, то есть стоят в очереди, пока в Айлбанке появятся деньги для того, чтобы купить или приобрести какую-либо технику. Сейчас я вам покажу автопарк. Ну, сейчас, видимо, здесь мало машин. На самом деле для такой компании нужен и большой автопарк. В принципе, у нас здесь свои собственные краны есть непосредственно, корзинки, тягачи, бочки. То есть техники достаточно тоже много. Большинство, конечно же, сейчас работает на выезде, но вот такой вот мы должны содержать в любом случае. Да, советская техника уже на самом деле и расход у нее, допустим, ГСМ у советской техники намного выше, нежели, намного больше, нежели даже сейчас у китайской, в принципе. И если смотреть по стоимости, если покупать, допустим, новую какую-то российскую технику или китайскую, в принципе, цены достаточно одинаковые. Ну, по большей степени я считаю то, что мы ищем нужных специалистов. Вообще, на самом деле, специалистов во многих областях достаточно мало. Мы испытываем острую нехватку именно в квалифицированных кадрах. Одной из причин, почему, в принципе, мы можем этим всем оперативно управлять, это внедрение, с одной стороны, и таких квалифицированных кадров, а с другой стороны, непосредственно мы сами постоянно пытаемся улучшиться в качестве управленцев. То есть мы используем на данный момент и корпоративные порталы для управления непосредственно компанией, непосредственно улучшаем и многие учетные программы. Вот, в принципе, я думаю, только из-за этого. И непосредственно сами являемся тоже специалистами в тех сферах, которые мы стараемся изучить полностью, непосредственно не только как у нас делается, да, это в стране, но и как в других самых передовых странах это делается, и пытаемся адаптировать под непосредственно кыргызскую, да, под кыргызские условия труда, условия непосредственно инфраструктуры, и стараемся здесь это реализовать. Ну, мы находимся в лаборатории ОСО АПК Эльдан, да? Здесь непосредственно происходит анализ семенных качеств на те семена, которые мы собрали, в принципе. Здесь подтверждается его непосредственная энергия и посевные качества. Кстати, вот насчет того, что я говорил, давно молодых нету. Олег Николаевич считается один из непосредственно тех людей, которые переняли тот опыт еще советский непосредственно. И вот этот сейчас нынешний опыт, и я думаю, что это один из сейчас на данный момент самых, может быть, опытных людей в производстве семян вообще в Кыргызской республике. И вот непосредственно у нас есть и стажер, который перенимает опыт и, может быть, передаст его еще более молодым. Ну, да. А это селекционный отдел. Вот у нас занимаемся наукой, переборкой. Вот лаборант. Молодые люди, которые перенимают этот опыт. Здесь хранится уже более-менее готовое зерно, потом поступает в протравитель. Здесь она протравливается против грибков и бактерий, да? И потом попадает вот сюда на мешкопрошиватель с дозатором. То есть устанавливаем вес, и он автоматически его в мешок загружает, прошивает, и в принципе
товар готов. Чесночное оборудование для производства семян чеснока, либо товарного, переборки товарного чеснока. Это оборудование привезено из Испании. Мы, в принципе, первые в Кыргызстане, кто произвел механическую посадку, уборку чеснока. И, соответственно, тем самым намного понизили себестоимость производимого продукта. Это фирменный магазин Atalık Group. В принципе, здесь в магазине вы можете приобрести как семена, кормовые добавки для крупнорогатого скота, технику, навесную технику и так далее. В принципе, все, что производится в Atalık Group, здесь можно приобрести. Мы сотрудничаем с голландской фирмой Trouw Nutrition. Непосредственно вот их кормовые добавки мы сейчас реализуем, продаем и у себя тоже используем. В принципе, здесь есть и как и кормовые премиксы, заменители цельного молока, непосредственно двух разных видов. Вот это все, что мы используем, в принципе, и у себя на ферме, и людям также предлагаем приобрести. Семена рапса, тоже немецкий. У нас есть завод по производству растительных масел. Вот, рапс – одна из тех культур, из которых добывается непосредственно растительное масло высокого качества и экспортируется в Китай. Вот рапс так растет, допустим, софлор вот так растет. Ну, и здесь, в принципе, есть все те культуры, которые мы производим. На данный момент в Эльдан Аталык производится 4 сорта кукурузы. 4 сорта кукурузы, 1 сорт ячменя, овес 1 сорт, люцерны 2 сорта, сои 2 сорта. Так, что это был? Софлора 2 сорта. Мы находимся на свободном складе Atalık Group. Это как бы таможенная зона непосредственно. Здесь мы представляем для фермеров трактора, которые реализуем непосредственно. Их можно купить как за наличный расчет, так и по системе лизинга через Айлбанк. Продаем достаточно порядка в год, я думаю, порядка 60 тракторов непосредственно фермерам и оказываем им сервисное обслуживание полное. В принципе, здесь у них, у ютов, достаточно широкая линейка тракторов. Есть трактора 40, 50, 70, 80, 90, 95, 100, 120 и 130 лошадиных сил. В принципе, вот это 130, 504, 50, 120 лошадиных сил. И мы сейчас начинаем завозить трактора 220 лошадиных сил, в принципе, который будет намного мощнее, нежели эти все трактора. Перепродавать намного легче, конечно. Заниматься посредничеством это очень легко. Ты ищешь человека, у которого это уже... У тебя ни голова не болит о том, что где найти сырье, где найти людей, которые непосредственно могут произвести данный вид товара, где найти упаковку, да, у кого заказать, может быть какие-то комплектующие, то есть у человека не болит голова. Он пришел к одному, купил у одного, продал другому. А у нас же немножко по-другому. Процесс производства – это заготовка сырья, это непосредственно работы, да, с сырьем, это комплектующие, это бутылка, допустим, если брать в расчет шампан-винкомбинат, это этикетка, это марки акцизные, это работа с налоговой, непосредственно прямая, да, и тесная. Вот этим всем достаточно сложно заниматься, и это все вкупе делает, то есть все это и основа производства. Соответственно, купить намного легче, чем это все произвести. Ну, мы здесь находимся в телятнике. Здесь непосредственно содержатся телята, именно той породы, которую мы здесь стараемся улучшить. Это алатауская порода. Она используется в мясомолочном направлении. Непосредственно от алатауской породы можно получить потомство, неплохое количество молока. Также, в принципе, в мясном направлении хорошо себя показывает. Здесь доильный цех на 32 головы. Непосредственно здесь производится дойка фуражного стада. Оборудование немецкое тоже очень сложное в эксплуатации. Но по последнему слову техники, вот, в принципе, работаем. Здесь достаточно, вы можете увидеть, что здесь все в кафеле.
Здесь очень чисто, и, соответственно, молоко, которое мы здесь получаем, она проходит еще непосредственно систему фильтрации, и она отвечает очень высоким пищевым качеством, поэтому наше молоко, в принципе, покупают намного дороже, нежели у простого населения. Смотрите, если брать в расчет сельскохозяйственную организацию, то, в принципе, в сельском хозяйстве работы не заканчивались. То есть мы также производили производство семян, то есть также работали, в принципе, тенденция была неплохая. Прям такого ухудшения в плане сельского хозяйства не было прям такого сильного. Если брать в расчет шампанный комбинат или, допустим, продажу тракторов, там, конечно, было очень сильное падение. За счет того, что в государстве нет достаточно средств для выделения в Айлбанк, соответственно, многие фермеры не смогли приобрести трактора через Айлбанк. Соответственно, ну, то есть этот бизнес намного сильно встал, да, регрессировал. Если брать в расчет шампанный комбинат, то же самое. То есть то и закрылись в основном, где пьют такие алкогольные напитки. Это какие-то празднества, свадьбы, может быть, какие-то торжества. В принципе, этих торжеств в этом году не было. И шампанный комбинат, как сказать, претерпел очень такие серьезные, да, убытки в этом году. Но мы компенсировали за счет другой своей компании, вот, которая занимается семенным хозяйством, производством семян. Непосредственно мы этот вот нивелировали, да, можно сказать. Но если, конечно, дело так дальше пойдет, то, в принципе, это, ну, плачевно может закончиться. Вот, в принципе, это дойные стада, которые здесь находятся. Как производится силос? Кукуруза косится, очень мелко дробится, потом все это выгружается в силосную яму и там трамбуется. За счет того, что там нету воздуха, трамбуется тракторами тяжелыми, выгоняется воздух между листиками. Соответственно, воздух исчезает, добавляем туда дрожжи и происходит ферментация. Вот непосредственно консервация это и есть. Вот. Ну, смотрите, если брать в расчет сельское хозяйство, сейчас, как я и говорил, очень мало молодых людей хотят работать в сельском хозяйстве, либо как-то заинтересованы в работе в нем. Сейчас что мы делаем? Мы, значит, тесно сотрудничаем с нашим аграрным университетом, Кыргызским аграрным университетом. Также сотрудничаем с Манас университетом, там тоже есть аграрные факультеты и животноводческие факультеты. Мы всегда приглашаем их учеников на стажировку с дальнейшим трудоустройством. Непосредственно они имеют право, то есть если их порекомендовали хорошо, там и впечатляет, они к нам приезжают, непосредственно проходят стажировку здесь, оплачиваемую стажировку, мы им платим заработную плату. И дальше, если, то есть, видят, может быть, какие-то менторы, да, наставники из нашей компании, что этот человек, в принципе, в потенциале может или хочет, да, в этой сфере работать, то мы их нанимаем все на постоянную основу. И, в принципе, они здесь дальше могут и учиться, и набираться опыта. То есть сами себе подготавливаем кадров. Здесь порядка 40 гектар. Плюс 46 гектар есть там выше. И в общей сложности где-то порядка 100 гектар у нас сейчас винограда. И на следующий год мы еще будем увеличивать на 64 гектара площадь. Ну вот вы видите, вон там дальше ведутся работы, посадка. То есть на всех участках, на всех подразделениях сейчас ведется активная работа. Нет такого, что мы когда-то отдыхаем, допустим. Всегда есть что улучшить. Соответственно, вот так и стараемся. Здесь непосредственно виноградники. Здесь мы завезли порядка 18 сортов разных. Их не накрывали на зиму. И они, в принципе, спокойно зиму переживают. И, соответственно, при такой технологии производства винограда, виноград по себестоимости еще дешевле становится. Соответственно, мы имеем преимущество над некоторыми другими производителями. На самом деле, на данный момент для нас бизнес – это улучшение. То есть мы стараемся
все свои силы отдавать на то, чтобы что-то улучшать в этой стране. Как вы видите, то есть здесь всегда идет какая-то модернизация, какая-то стройка. Где-то мы стараемся что-то перенять у своих партнеров, да, в России, где-то мы можем перенять партнеров в Германии, либо в Америке. Соответственно, мы всегда учимся и стараемся сделать что-то полезное вообще, в принципе, для Кыргызской республики. Потому что никто, в принципе, сейчас такой научной деятельностью, может быть, какими-то разработками не хочет заниматься. Ну и, в принципе, отчасти это должно делать государство. Мы, вот, в принципе, это ведем какую-то пользу. Здесь в каждой бочке определенный виноматериал, определенный купаж, где хранится. Непосредственно его постоянно проверяет. Он здесь должен, как сказать, находиться некоторое время, в зависимости от того или иного продукта, который мы производим. Есть и вина, которые немножко дольше хранятся, есть немного меньше. Но, в принципе, для производства и ферментации вот это все здесь хранится. Самые передовые технологии по вообще сельском хозяйстве, они в Америке. То есть это и семена, да, допустим, и это и морозостойкие такие сорта непосредственно винограда, яблок и всего-всего-всего. И в основном, я думаю, лидер на данный момент это Америка. И вот нам туда нужно смотреть в плане того, что у них что-то такое перебирать. Для нас самое дело сейчас, мы как бы себе не можем позволить ту научную деятельность и те финансы, да, которые выделяются в Америке. Но мы можем непосредственно покупать вот такие вот готовые товары, саженцы, семена, для того, чтобы как бы в Кыргызстане улучшить производство. Мой совет, наверное, самый главный, не переставать учиться, в первую очередь, а во-вторых, не бояться рисковать. То есть, на самом деле, сейчас многие из нас, ну, из молодых, да, скажем так, считают, что, возможно, образование, оно не нужно. То есть, в периоде всей своей жизни ты должен чему-то учиться. Если я, допустим, закончил университет на экономику сельского хозяйства, я также начинаю разбираться и в тракторах, и в виноделии, и в технологии непосредственно, и там в каких-то других, да, вещах. Вот. Поэтому посоветовал бы всегда учиться, всегда извлекать урок из своих ошибок и не бояться рисковать, в принципе, действовать, быть инициативными, целенаправленными, потому что всегда на пути есть какие-то сложности, которые нужно преодолеть, и многие молодые люди сейчас, когда наступают какие-то сложности, в принципе, немножечко отказываются, может быть, от своих амбиций, да, может быть, где-то проявляет слабину. Поэтому, да, наверное, совет будет дальше идти, как бы не опускать руки и стараться дальше. То есть в любом случае, так или иначе, будут какие-то ошибки, если он их исправит, в принципе, должен быть достаточно успешен.